Российская газета «Культура», которая позиционирует себя как издание, отображающее духовное пространство русской Евразии, опубликовала статью Егора Холмогорова под названием «ИГИЛ против доцента». Нет, не человека с таким научным званием, а, конечно, персонажа известного фильма «Джентльмены удачи». Недавно, как известно, резонирующая история с памятником Евгению Леонову произошла в Москве. 7 узбекистанцев в центре Москвы похитили городскую скульптуру из бронзы, памятник народному артисту СССР Евгению Леонову, который был запечатлен в образе персонажа-доцента из комедии «Джентльмены удачи». Оказалось, что мигранты не знали ни кто такой Леонов, ни что это за комедия. Они просто украли памятник и сдали его на металлолом, выручив за него около 40 тысяч рублей. Перед этим скульптуру порезали. Так вот, российский журналист на основании того, что мигранты не смотрели легендарного фильма, а также собрав все факты преступлений с криминальной сводки, где так или иначе участвовали мигранты, сделал следующий вывод. Нас не отделяет от нашествия не только физическая стена, как, к примеру, США от Мексики. Нет, у нас даже юридической защиты в виде визового режима. Дискуссия о необходимости введения такового со странами Средней Азии как-то ушла на задний план за время, пока все внимание было приковано к Украине. Но проблема никуда не делась, напротив, она стала острее. Текущий кризис выражается в сокращении рабочих мест, задержке зарплат и росте криминала. Засилие мигрантов и без того экономически необоснованное и социально опасное превратилось и вовсе в абсурд. Они либо выдавливают граждан России с работы, либо сами сидят озлобленными без дела, превращаясь в перманентную криминальную и террористическую угрозу. А далее, как говорится, Остапа понесло, и вот он уже сравнивает похищение памятника Леонова с уничтожением исламским государством античных памятников древней Пальмиры. Хорошо, хоть не вспомнил захват Рима варварами, с него бы сталось. Вот только журналист забыл следующие факты. Мигранты, конечно, украли памятник, но вот приняли его в цветмете отнюдь не иностранцы, а россияне, которые даже узнали, чью скульптуру принимали. Только им было плевать, барыши важнее. Во-вторых, интересно, знает ли журналист о том, что та самая сцена драки в тюрьме доцента снималась в Катаргунском СИЗО Самаркандской области Узбекистана, хотя это, конечно, лирика. В-третьих, если уж так ратовать за русскую культуру, то свое мнение по этому поводу высказал и режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин, который отметил, цитирую, «Это памятник позорным 90-м годам. Это из всей фильмографии потрясающего артиста выбрали вот этого распальцованного придурка, плохо сыгранного. Это такая дешевка была, меня это всегда раздражало». А вот что более интересно в этой истории, почему в российском обществе существует такая острая неприязнь к мигрантам? Если учесть отсутствие перспектив выхода из кризиса в центральноазиатских государствах, то число мигрантов неуклонно будет расти. Можно ли в таком случае сказать, что также будет нарастать неприязнь по отношению к приезжим? Или же это единичные случаи? Какие внутренние проблемы России заставляют жителей с неприязнью относиться к приезжим? И есть ли выход из подобной ситуации? Интервью профессора Санкт-Петербургского университета, этнолога и эксперта по миграции Сергея Абашина. Мы вот в экономический кризис последний год наблюдаем снижение числа мигрантов, а не увеличение. Поэтому это такой процесс миграции, и в том числе трудовой миграции, и иммиграции. Процесс как бы неоднонаправленный, он имеет свою цикличность, свои спады, подъемы. Поэтому вот так сказать, что миграция будет только нарастать, пока таких нет оснований, скорее мы имеем даже вот факт, что она снизится. Но в любом случае миграция остается достаточно высокой, даже с учетом этого снижения. И да, естественно, что приезд большого количества людей на новые места, где уже люди живут и где как-то привыкли установить какие-то свои привычки, всегда вызывает какую-то такую бытовые сложности, бытовые какие-то неприязни, и даже, может быть, конфликты какие-то и так далее. Но я бы не преувеличивал значение вот такой повседневной конфликтности. Мне кажется, что вот та ксенофобия, которую мы фиксируем, это неприязнь к миграции, которую мы фиксируем, вот говоря о ней, она во многом, она, конечно, имеет, как я сказал, какую-то такую основу, но она во многом провоцируется еще политиками, представителями таких вот крайних идеологий, которые раскручивают вот тему миграции и мигрантов, берут какой-то случай, допустим, какого-то преступления и, так сказать, показывают его как некое такое типичное явление, да, и тем самым как бы повышая у населения неприязнь к мигрантам.
А вот другая новость, которая по сути гораздо важнее предыдущей, только вот внимание ей было уделено несравненно меньше предыдущей. Речь идет о смерти пятимесячного младенца из Таджикистана. Наконец, после весьма продолжительного молчания стало известно, что уголовное дело все-таки возбудили. Вот только против кого, опять не ясно. Ребенок скончался еще 14 октября, но уголовное дело было возбуждено только спустя неделю, 20-го. И то только после того, как были привлечены дипломатические структуры, написаны ноты, задействован Павел Астахов. Сейчас известно, что следователями Следственного комитета в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Однако до сих пор неизвестно, кто именно и какие службы будут привлечены к ответственности за случившееся. Сотрудники полиции, Центра медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей, или полицейские, из-за халатности которых умер Умар Али Назаров.